هل سمعتم قصة تحكي مجدا بسماها أم رأيتم شعلة شق في الأفق ضياها؟ هل سمعتم قصة تحكي مجدا بسماها أم رأيتم شعلة شق في الأفق ضياها؟ هم نجوم سطروا أحلى المعاني وبروج شيدوا الهمة فاني. هم نجوم سطروا أحلى المعاني وبروج شيدوا الهمة فاني. برياض الصالحات اسم دوما للعلا بثبات المخلصات حلقت نحو السماء. برياض الصالحات اسم دوما للعلا بثبات المخلصات حلقت نحو السماء. بثبات المخلصات حلقت نحو السماء. Госпожей женщин в этом мире, о которых упомянул пророк, алейхиссаляту вассалям, 5. Рассказ о них удивителен. Сегодня мы поговорим о первой из них, соответствуя истории и времени. Это наша госпожа Асия, дочь Музахима, жена фараона. Эта госпожа удивительная. В ней кроется тайна, Господь избрал ее. Жизнь нашей госпожи Асии связана с жизнью нашего господина Мусы, алейхиссалям. Это первый аспект. Когда Аллах подчиняет людей одному счастливому, то и остальные бывают счастливы. Асию Всевышний выбрал для услужения Мусе, алейхиссалям, и чтобы любить его, Аллах избрал это для нее. Однако о жизни благородной и величественной Асии есть и другие рассказы, связанные с некоторыми женщинами, о которых необходимо упомянуть. Первая из этих женщин, которую зовут Бариха, а согласно другой версии, Юхана, мать Мусы, алейхиссалям, о которой неоднократно упомянуто в Коране. Рассказы, связанные с ней, удивительны, в них есть прекрасные уроки. Горделивый фараон, который утверждал, что он Господь, говорил: «Я ваш наивысший Господь». Одна из тех вещей в жизни фараона, которая вызывает смех, то, что когда этому гордецу колдун, согласно своим некоторым знаниям и колдовству, рассказал о том, что его правление завершится из-за ребенка Бану Исраилов, он испугался. Это вызывает смех, ведь человек, который говорит: «Я ваш наивысший Господь», стал бояться, и это удивительно. Всевышний унижает гордецов. Он испугался кого? Испугался ребенка, который еще не родился. С тех пор он начал повелевать убивать всех детей Бану Исраилов, но после общего совета они сошлись на том, чтобы 1 год детей убивать, а на следующий оставлять. Наш господин Харун родился в тот год, когда детей не убивали, а наш господин Муса, алейхиссалям, когда убивали. Его мать в период беременности была очень испугана. Однако, благодаря удивительной милости Аллаха, ее беременность визуально не была заметной. Это и есть забота Всевышнего. Фараон был подобно шпиону, а самые важные шпионы, помогающие ему в этом деле, были акушерки. Они доносили до служащих фараона о том, у кого из народа Бану Исраилов родился ребенок, чтобы его убить, да защитит Аллах. Потом Аллах указал на это, сказав: «Вот мы спасли вас от рода фараона. Они подвергали вас ужасным мучениям, убивали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин». Они обыскивали женщин, чтобы удостовериться, не беременны ли они, и вдобавок причиняли им вред. Родившегося ребенка убивали. Но когда родился наш господин Муса, алейхиссалям, акушерка, принимавшая роды,
И это поразительно. Увидев ребенка, сразу очень сильно полюбила его. Почему? Потому что Аллах сказал: «Я одарил тебя своей любовью». Этот аят захватывает сердце. Да сделает нас Аллах из любимцев. Любовь к Мусе Всевышний сделал удивительной. Как только родился Муса, алейхиссалям, любой человек, видя его, сразу начинал любить его. Это забота Аллаха, а не чья-либо заслуга. Все от Аллаха. Наша госпожа Юхана, мать, сразу после родов полюбила малыша материнской любовью. А когда увидела его, то полюбила еще больше. Полюбила Мусу и акушерка, сказав: «Запрещено убивать этого ребенка», и скрыла все. И мать Мусы могла кормить грудью своего ребенка. В рождении пророков, конечно же, бывают чудеса. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, нам сказал: «Моя мать, когда родила меня, увидела, что из нее вышел свет, озаривший собой дворцы Шама». Так все матери пророков видели чудеса. Удивительные вещи происходили с матерями пророков, когда они рождали на свет детей. И это для того, чтобы мы знали достоинство пророков. Для каждой матери пророка во время родов происходило удивительное открытие. Посредством этого сияния раскрывалось тайное и те вещи, которые находятся далеко. Это все есть выбор Аллаха для пророков. Наша госпожа, мать Мусы, родила, находясь в страхе. Она скрывалась, боялась голоса ребенка, скрывалась внутри помещения в отдаленной комнате, боясь, что кто-то услышит плач ребенка. Старалась сделать все, чтобы ребенок не плакал. В страхе пребывала и акушерка, потому что если бы узнали, что она не доложила о родах, то ее бы убили. Обо всех этих страхах поведал нам Всевышний. Аллах сказал нам в суре Касас: мы внушили матери Мусы. И этот аят в первую очередь, не говоря о другом, дает нам понять, что мать Мусы была из познавших Аллаха. Ей не спосылались внушения. Конечно, есть люди, которые говорят, что женщины бывают пророками, но ученые Ахлю Сунна с этим не согласны. Это было не откровением, а внушением. Наша госпожа Юхана сказали, что когда она забеременела и родила, то сразу возвысилась на уровень любимцев Аллаха. Ей раскрылись эти сияния. Затем она возвысилась этим, и Аллах ей внушил: «Мы внушили матери Мусы, корми его грудью». И она кормила его 2 года. Когда же станешь опасаться за него, то брось его в реку. Субханаллах, мать, когда боится за ребенка, она его удерживает. Но Аллах ей сказал и внушил: когда испугаешься, то есть когда уже не сможешь скрывать, удерживать ребенка, когда ему уже исполнилось 2 года, он начал ходить, мог выйти на улицу и тому подобное. И Аллах сказал: брось в реку, и все. То есть уповай на меня, верь его дело мне. Это большой урок для матерей, которые страшатся за своих детей. Наша госпожа, мать Мусы, положила его в сундук, сделала коробку из дерева, закрыла со всех сторон, нанесла смолу, чтобы вода не проникла, оставив только маленькие отверстия для воздуха, положила туда ребенка и бросила в реку. Конечно, эту ситуацию не поймет никто, кроме матерей, чувствующих ценность своего дитя. Даже если сыну 20 лет, когда он выходит из дома, мать переживает за него, что он может попасть в аварию или кто-то ему навредит. Он выходит, а сердце матери бывает с ним. Она чувствует все. А представьте, каково же будет положение в отношении маленького ребенка.
Когда мать слышит стоны, плач ребенка, ее сердце сжимается. А как же будет в том случае, когда мать бросает ребенка в реку? Но это сила упования на Всевышнего. Аллах сказал: «Не бойся и не печалься, ибо мы вернем его тебе, сделаем одним из посланников». Первое, что ей было сказано, это «не бойся». Воистину, любимцы Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Она из любимцев Аллаха, поскольку Всевышний извлек из ее сердца страх и печаль, и она уповала на Него и верила дело Ему. Не бойся о будущем Его, не печалься из-за расставания с Ним, мы его вернем тебе. Мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников. Аллах ей внушил, и она это познала с помощью нура, которым Аллах ее почтил. Тут есть важный урок, я всегда об этом говорю. Каждая мать должна уповать на Аллаха. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его. Ты не сможешь уберечь своего ребенка от всех опасностей и бед. Мать Мусы бросила своего ребенка в реку. Когда наши дети выходят на улицу, они попадают в реку жизни. Сколько крокодилов в этой жизни, сколько смертей, сколько проблем, опасностей, связанных с машинами, плохих людей, воров, бандитов. Очень много опасностей, смут, страстей окружают человека. Сын может попасть в одну из проблем, но как я смогу его уберечь? Я смогу уберечь, верив его с твердым убеждением на Аллаха. Искренне. Когда мой ребенок выходит из дома, я скажу ему: «Я вверяю тебя Аллаху». Я убежден, что забота Аллаха превыше моей заботы. Я убежден, что Аллах меня не предаст. Он будет на аманате у Аллаха. Есть ли кто лучше Господа земель и небес, кому можно оставить как аманат? Поэтому мы должны изучить этот урок, и мы увидим результат. Мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников. Мы завершим эту лекцию тем, как воплощалась удивительная забота Господа. Мать Мусы не воображала. Она надеялась, что Аллах его убережет, сохранит, и ребенок не утонет. Но Аллах таким удивительным образом его уберег, что никому и в голову такое не пришло бы. Напоследок я скажу, как сказала мать Мусы: «Я вверяю вас Аллаху». Мы завершим нашу историю о матери Мусы на следующей лекции.